Наш эфир продолжит брифинг по паводковой ситуации на территории республики. Предлагаем послушать. Здравствуйте. Расскажите о ситуации на реках Якутии. На реке Лена активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского и Жиганского улусов республики. На реке Вилюй на территории Кобяйского района и на реке Яна на территории Верхоянского и Усьянского районов. На реке Колма на территории Среднеколымского и Нижнеколымского районов. На реке Индигирка на участке Уснера-Хану наблюдаются подвижки, закраины и незначительный рост уровня воды. За последние сутки полностью освободились от воды 4 населенных пунктов Намского улуса и 311 дворовых территорий, в том числе 230 жилых домов. Затопление сохраняется в селе Арбын Намского района. Там остался один жилой дом. До завтра надеемся, что вода спадет. Министерством экологии продолжается прием заявлений через госуслуги, многофункциональные центры на оказание единой материальной помощи и финансовой помощи от граждан, пострадавших в результате паводка. По состоянию на 23 мая всего поступило 1925 заявлений. Эта цифра постоянно меняется, люди подают заявления. Напоминаем, что установленный регламент, крайний срок приема заявлений 18 июня этого года. Также с сегодняшнего дня начались у нас субботники, аварийно-восстановительные работы, организованные исполнительными органами государственной власти в населенных пунктах Намского района, которые наиболее сильно пострадали в период паводка. Сегодня от исполнительных органов госвласти работало 350 человек. Спасибо. В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. Все условия для проживания Центр отдыха и оздоровления «Сосновый Бор» принял на летний оздоровительный отдых детей из пострадавших наслегов Намского района. В Якутии стартовал основной период сдачи ЕГЭ. 23 мая выпускники сдают госэкзамены по химии, русской литературе и географии. Многонациональная Россия и путешествие в Арктику. В Сахатеатре начались первые репетиции церемонии открытия игр «Дети Азии». В республике продолжают активно развиваться программы поддержки граждан с ОВЗ. Расскажем, как работает социальный контракт. Поколения меняются, а экзотика остается. Танцевальный коллектив из Нерюнгри вот уже 30 лет радует поклонников своим творчеством. Глава Якутии провел оперативное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ходе заседания обсудили процесс организации подсчета ущерба от весеннего паводка, а также проведению неотложных и восстановительных работ на объектах ЖКХ, энергетики, транспорта и дорожного хозяйства. По информации министра экологии и природного хозяйства республики, количество граждан, пострадавших от весеннего половодья в республике, составляет 3384 человека. Пострадало 879 жилых домов. Предварительная сумма выплат составляет около 80 миллионов рублей. По данным на 18:00 от граждан поступило 1925 обращений. По всем ним ведется активная работа. «Будь здоров» именно под таким названием Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» подготовил программу тематической смены на 17 дней. На летний оздоровительный отдых с теплотой приняли специалисты и разместили детей из пострадавших от паводка наслегов Намского района. Об условиях пребывания в центре и какую программу подготовили, расскажет Даяна Федорова. Шумно и весело, со спортивным задором. Именно так начинается смена в Центре отдыха и оздоровления. Более 100 детей приехали из зоны подтопленных наслегов Намского района. Самому маленькому 7 лет, а старшему 17. Меня хорошо встретили. Я познакомилась с соседками по комнате. Кушали мы макароны с котлетой и помидорами. Мы бегали по полю футбольному. Очень нравится. Сотрудники, специалисты и волонтеры центра с теплотой приняли и разместили детей в основном здании центра. В комнатах секционного типа с душевыми и санузлами. Дети себя сейчас чувствуют очень комфортно, им нравится в Сосновом Бору. Также они проводят очень много времени на свежем воздухе, им проводятся досуговые мероприятия, творческие. По вечерам у нас проходят огоньки, где ребята делятся своими переживаниями, знакомятся с друг другом еще ближе. Медицинский персонал, педагоги центра и вожатые будут работать над физическим и ментальным состоянием здоровья детей. Ну и, конечно же, их ждет большая культурно-досуговая программа, пятиразовое питание и выезды в познавательно-развлекательные центры столицы.
Особое внимание уделяют физическому и психологическому состоянию. В течение смены они пройдут различные физиопроцедуры, посетят голокамеру и проверят зрение детей. В конце мы тоже также проводим уже контрольные исследования антропометрических данных и функциональных возможностей. Дети как дети поступили, такие же активные. Есть дети, которые немножко заболевшие приехали, они у нас лежат отдельно в изоляторе, пока лечатся, получают лечение. Для детей созданы все условия, отвечающие стандартам проживания. В течение всего лета сотрудники будут принимать у себя маленьких гостей. Даяна Федорова, Владимир Павлов, Якутск. С сегодняшнего дня по всей России стартовал основной период единого государственного экзамена. Выпускники сдают один из 3 предметов по выбору – русская литература, география и химия. Как прошел первый день сдачи ЕГЭ, расскажет Вероника Таюрская. В первый день экзамен сдали свыше 1400 участников в 124 пунктах республики. Одним из них является Якутская городская национальная гимназия имени Антонины и Николая Черяевых. В ее аудиториях было задействовано по 2 организатора и 2 общественных наблюдателя. В коридорах же дежурило 12 сотрудников пункта проведения экзамена. Мы принимаем участников ЕГЭ по химии. Сегодня мы ждем 104 участника из 23 школ. Они приходят обязательно сопровождающими. Мы подготовили для их комфортной работы 7 аудиторий. В 7 аудиториях подготовлено по инструкции организаторов аудитории, так есть организаторы вне аудитории, так работает медицинский кабинет. На лицах детей видно волнение. В числе сдающих Софья Мишлемович. Девушка мечтает стать врачом, поэтому она выбрала химию. Для написания экзамена выпускница усердно занималась на уроках, посещала консультации, а также решала варианты ЕГЭ онлайн. Я выбрала сдавать химию на ЕГЭ, потому что, во-первых, мне очень нравится этот предмет, мне нравится узнавать что-то новое из химии. Ну и также в будущем я хочу стать врачом. И химия поможет мне поступить. Готовиться всегда сложно, но с этими трудностями надо справляться, и я надеюсь, что все получится. После прохождения досмотра через ручной металлоискатель выпускники ждут приглашения в аудиторию. Следом, зайдя в нее, проводится инструктаж по проведению экзамена и непосредственно по заполнению бланков. Сам экзамен проходит в течение 3 часов 30 минут. В 10 часов мы распечатываем КИМы, они поступают к нам в электронном варианте, а потом раздаем работы и уже проводим саму организацию проведения экзамена. Следим за тем, чтобы ребята работали самостоятельно, не использовали никакую технику, справочные материалы, да, и чтобы они не мешали друг другу. Работы потом собираем и сразу проверяем, все ли правильно заполнено, сканируем и уже после этого передаем все материалы в штаб ППЭ. Всего в Якутии единый государственный экзамен сдадут 7607 выпускников в 227 пунктах. Первые результаты по химии, русской литературе и географии станут известны не позднее 9 июня. Основной период по сдаче ЕГЭ пройдет до 11 июня. Результаты станут известны не позднее 22 июня. Вероника Таюрская, Григорий Хлопков, Якутск. Госкомцен Якутии утвердил предельные максимальные тарифы на перевозки транспортных средств, грузов речным транспортом на паромной переправе по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Если в прошлом году тарифы повысились только для легковых автомобилей, то в этом году повышение цен на перевозки коснулось и грузовых транспортных средств. До 1,5 тонн тариф 950 рублей, от 1,5 до 2 тонн 1150 рублей, от 2 до 2,3 тонн тариф 1350 рублей, свыше 2,3 тонн тариф 1600 рублей. С 24 мая от речного порта в Якутске до причала в Нижнем Бестяхе начнут курсировать скоростные катера. В первый день на линию выйдут 16 бригад, время на проезд составит 1000 рублей, затем цена снизится до 700 рублей. Суда будут отправляться ежедневно с 7 утра до 8 вечера от 4-го причала в речном порту в Якутске. Из Нижнего Бестяха отправление будет от 1-го причала. За год в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья прошли лечение и реабилитацию 246 членов семей участников СВО, 94 взрослых и 152 ребенка. На сегодняшний день в реабилитационном центре находится 11 детей и 7 родителей. Для проходящих реабилитацию подготовлен широкий спектр процедур, тренингов и занятий с психологами.
После диагностики каждой семье и каждому ребенку делается маршрут реабилитации. Что входит в маршрут? Ну вот после решения диагностической комиссии индивидуально вот каждому по потребности делается этот маршрут. Если нуждается ребенок в коррекционных занятиях, конечно, подбираются коррекционные занятия дефектологами и психологами. Также предоставляются медицинские услуги в виде массажа, ЛФК. Грамотное управление персоналом – залог успеха. В Якутске прошел региональный форум HR-день «Время людей». Участниками стали представители госструктур, корпоративного сектора и бизнеса. На мероприятии по 3 основным направлениям управления персоналом выступили ведущие эксперты России и Якутии, которые поделились опытом в сфере управления персоналом. Подробности расскажет Тимур Колмогоров. Работа форума была представлена по 4 направлениям: HR в корпорациях, в бизнесе, гос-HR и экспо. На мероприятии выступили специалисты из государственного и муниципального управления республики и других регионов России, а также представители крупнейших работодателей и бизнес-компаний. Данный форум мы проводим в таком формате впервые. На самом деле занимаемся в республике уже внедрением HR-цикла с 2020 года по поручению главы республики, так как все-таки HR – это крайне важный, выстраивание HR-цикла – крайне важный процесс для государственного управления, в котором работает более 2500 человек. И при этом еще в самой системе, в бюджетной сети тоже более 60 тысяч человек задействованы. Грамотное управление собственным персоналом – залог успешного развития. Особенно это касается крупных государственных структур, где работают сотни и тысячи сотрудников. Главными темами здесь выступали взращивание и обучение кадрового персонала. Был клиентоцентричный подход для госслужащих, в том числе эта информация может быть полезной для бизнеса. Как правильно делать и что делать для того, чтобы первое соприкосновение с организацией было максимально комфортным для внешнего клиента, для кандидата, и как выстроить корпоративную культуру и все процессы внутри организации для того, чтобы сохранить этого человека, чтобы он не уходил из организации, не увольнялся. Кроме того, участников ждали презентации прогрессивных HR-решений и технологий от ведущих организаций, мастер-классы, дискуссии с лидерами, тренинговые активности и нетворкинг. Собрались те люди, которые добились многого в бизнесе, которые не 20, даже и не 30 лет. Есть такие, руководят HR-службами своих компаний. И поэтому, выделив их в отдельное направление, мы понимаем, что какие-то особые находки есть у каждого владельца бизнеса, и сегодня взаимообмен опытом. Участники форума отметили, что подчеркнули для себя новые идеи и знания, которые в дальнейшем помогут им эффективнее управлять персоналом. Ведь в коллективном труде важны слаженность действий и грамотно построенная система. Тимур Колмогоров, Нюргун Старостин, Якутск. В Саха-театре начался первый этап репетиции торжественной церемонии открытия 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Главный режиссер церемонии Руслан Тараховский выбрал для постановки тему многонациональной России. А главные роли отдал детям, воспитанникам театральных и танцевальных студий Якутска. Сейчас юные актеры только на первой стадии подготовки, читки сценария. На одной из первых встреч юных актеров побывал и мой коллега Александр Хавренко. Церемония открытия – одно из важнейших мероприятий всех игр «Дети Азии». И каждый раз творческая группа придумывает что-то новое, масштабное, чего еще не видели ни якутские зрители, ни иностранные гости. Главный режиссер церемонии Руслан Тараховский в этот раз решил рассказать зрителям историю о многонациональной России и о русской Арктике, где хранится закон равновесия всего мира. Мы показываем многонациональную Россию в лицах этих детей, 7 детей. Там есть и русский, якут, и татар, и эвенк. И мы показываем через них Россию, и они путешествуют в арктической вселенной, эти 7 детей. И мы построили сценарий на мифе якутского народа, когда бык холода и конь противоборствуют. Зима будет длинной или лето будет длинной. Исполнители главных ролей искали по театральным студиям и танцевальным коллективам. Был отсмотрен не один десяток претендентов, и из них выбрали 7 самых артистичных. Работает с детской труппой помощник главного режиссера, актриса Сандара Федотова. Работать с детьми на самом-то деле очень приятно, потому что я как актриса говорю, актер
он учится, смотря на детей. Самый лучший актер – это дети, потому что они органичные, непосредственные, у них есть огонь в глазах. И главное, они хотят работать. Поэтому и вдобавок ко всему у нас ребята очень хорошие. Они очень активные, они что-то предлагают. Впереди у ребят несколько недель активных репетиций, ведь уже 26 июня им придется держать в напряжении многотысячную арену стадиона Туймада. Но творческая группа уверена, у юных артистов все получится. Моя бабушка рассказывала, что на севере зима может наступить внезапно, без осенней поры. Александр Хавренко, Григорий Охлопков, Якутск. В Ленском районе на протяжении уже многих лет работает программа по компенсации расходов ленчан на оплату обучения. За счет бюджета муниципалитета ежегодно обучается 40 молодых людей. Это не только выпускники 9 и 11 классов, но и все желающие получить образование жители района, не достигшие 35 лет. Сумма, которую компенсирует районный бюджет – 150 тысяч рублей. Условие только одно – учеба на оценку хорошо. Выбрать поступающие могут и любой вуз или СУС страны. Направления различные – от психологии до электроэнергетики. В нынешнем году на обучение молодежи предусмотрено 4,5 миллиона рублей. По окончанию обучения специалист должен вернуться в Ленский район, где мы предоставим ему рабочее место. Программа компенсации уже действует с этого года. Документы принимаются до 31 июля. Есть уже желающие, уже к нам приходят ребята с документами, с пакетов документов, пишут заявления и ждут решения. Комиссия будет у нас в августе, где мы будем решать, кому мы будем выплачивать средства. Заинтересованы были ребята в сфере нефтегазовой отрасли, тренер-преподаватель, бухгалтерский учет и аудит. До этого у нас обучалось 40 человек по различным направлениям, и трудоустроено уже в Ленском районе 17 человек. В республике продолжают активно развиваться программы социальной поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья. Одной из таких инициатив является социальный контракт, который помогает инвалидам улучшить качество жизни и интегрироваться в общество. Подробности смотрите в следующем материале. Жители Якутии с ограниченными возможностями здоровья могут заключить социальный контракт для открытия своего дела. Если ранее людям с пенсией выше 35 тысяч рублей финансовая поддержка не предусматривалась, то сейчас их доход по специальной программе учитывается в размере 1,5 прожиточного минимума. Эта программа именно предусматривает для открытия своего бизнеса, либо развития личного подсобного хозяйства для людей с инвалидностью, либо семей с инвалидностью. Если есть трудности в написании бизнес-плана, люди с инвалидностью могут обратиться за консультацией к нам, либо мой бизнес. Мой бизнес помогает всем гражданам, которые хотят заключить с нами социальный контракт, бесплатно консультирует по поводу заполнения бизнес-плана. Можете сюда подойти, за него заявление заполнить. Благодаря социальному контракту многие люди с инвалидностью получили возможность пройти переобучение, найти работу или открыть свое дело. Среди них Руслан Корякин. Еще с детства он получил инвалидность по зрению. Благодаря соцподдержке теперь он самозанятый. Занимается массажем и принимает по 3 человека в день. Работал в сфере компьютеров, компьютерной техники. У меня инвалидность с детства, второй группы по зрению, вот поэтому дальше вот как бы не получается работать, вот и перешел вот в сферу массажа. Обучился, сначала прошел курсы, потом сейчас студент Жатайского техникума, медицинский массаж, второй курс окончил, вот сейчас вот работаем. Социальный контракт – это один из ключевых инструментов поддержки в Якутии, который реализуется в рамках национального проекта «Демография». На сегодняшний момент 83 человека с ограниченными возможностями здоровья подписали социальный контракт. Они защитили бизнес-проект и получили господдержку до 500 тысяч рублей. Дарья Короленкова, Нюркун Старостин, Якутск. В Мирном проходит творческий фестиваль для детей «Арт Мирный». Один из главных конкурсов проекта – этнические мотивы национального якутского костюма в современной одежде. Сегодня завершается первый этап этого конкурса – конкурс эскизов. Подробности смотрите далее.
Идея проведения творческого фестиваля «Арт Мирный» возникла уже давно. И чтобы воплотить ее в реальность, команда проекта «26-я школа» решили принять участие в конкурсе грантов «Движение первых», так как именно это движение помогает ребенку реализовать себя в любом направлении. Фестиваль планируется сделать ежегодным, добавляя различные направления и меняя тематику. В этом году фестиваль «Арт Мирный» станет праздником якутской культуры, и в нем могут принять участие дети и молодежь от 8 до 18 лет. Один из главных конкурсов проекта «Этнические мотивы национального якутского костюма в современной одежде» направлен для поддержки талантливых детей в области дизайна, для тех, кто видит себя в будущем модельером или просто мечтает прикоснуться к этой сфере. Экспертам предстоит нелегкая работа выявить 9 финалистов по этим эскизам, которые во втором туре будут приступать к воплощению своей собственной коллекции по своим собственным эскизам. Конечно же, это все делается не в одиночку, а под чутким руководством известных дизайнеров и педагогов-наставников. Проект включает в себя много конкурсов и мастер-классов, один из которых – это национальное якутское шитье «Кыбытык-тиги». В настоящее время в нашем фестивале проходит мастер-класс по национальному якутскому шитью «Кыбытык-тиги». Дети изготавливают блоки, затем эти блоки будут сшиваться волонтерами в ковер дружбы, который станет подарком для нашего города и будет передан в краеведческий музей. А дети будут гордиться, что стали частью истории родного края. Заключительный этап фестиваля состоится в ноябре, где участники представят свои уже готовые работы в единой коллекции. А все изготовленные костюмы участникам достанутся в дар благодаря поддержке гранта «Движение первых». Анна Васильева, Мирный. Дэнс-шоу группы «Экзотика», коллектив Нерюнгринского района, способный дважды за полгода давать концерты в городском центре культуры, собирая при этом полные залы. На протяжении уже более 3 десятков лет «Экзотика» сохраняет свой стабильно высокий уровень исполнения и неустанного творческого поиска. Продолжит тему Екатерина Павлова. Дети приходят в «Экзотику» в возрасте 3-4 лет и остаются до тех пор, пока не приходится покидать город, уезжая учиться. На смену им приходят новые ребята и проходят тот же интересный путь. Пришла с подругой, просто понравилось, как танцуют, тоже захотелось. Первую недельку так было неловко, как-то стеснялась еще, потом подружилась, влилась в коллектив, и все. Ну, хорошо получается, мне очень нравится. Очень люблю всех. Я рад, что я сюда попала, и вообще это мое решение прийти сюда. И готов исполнять красивые, хорошие танцы. В «Экзотику» я попала лет 6 назад совершенно случайно. Всегда безумно хотела танцевать, всегда восхищалась именно этим коллективом. И вот я здесь. За что я люблю «Экзотику»? За ее энергетику, за то, что нам Алексей дает всегда позитива. У нас просто без этого никак. Поколения меняются, а «Экзотика» остается. Остаются хороший звук, отличный свет, впечатляющие спецэффекты, современная хореография. За легкостью и уверенностью исполнения практически незаметна напряженная работа, долгие и упорные репетиции, позволяющие многочисленному ансамблю добиваться удивительного эффекта и синхронности всех сложных и энергичных движений. Ну, человек 180-200. А если взять Чульман Биркакетма и по 300, ну, идет смена, да, там в январе был добор, кто-то уходит, кто-то приходит, меняется количество. Слушайте, если честно, я даже на сцене, мне хочется сегодня самому посчитать точное количество. У меня такое ощущение, что полгорода просто берут и выходят сами, одевают костюмы и выходят и танцуют с нами. Концерт, прошедший с блестящим успехом, стал очередным запоминающимся фееричным шоу. У меня сюда ходит ребенок, очень нравится. Все классно, круто, на высшем все уровне. Ой, «Экзотика» — это такой драйв, такой движ, так здорово, все классно, и детям нравится, и заняться есть чем. Им нравится бегать, прыгать, все это вот этот ритмы. Но они счастливы, видите, залы полные. Поздравления, цветы, признания. Их «Экзотика» заслужила по праву. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале.